сказка. К сожалению, вы правы, к сожалению, читать приходится редко, но это произведение меня изумило, я с детства ее знаю. Микрофон. Микрофон. Я без микрофона слышу. Да, без микрофона меня услышал. Как только землю сотворил Аллах, слепив из праха, как чурек из теста, Он обратился к людям: дайте место, чтоб между вас о ваших же делах подумал я спокойно и любовно, и землю поделил между вами ровно. Тут на людей напал великий страх. Где же место взять такое, чтоб сам Аллах там пребывал в покое? Не угодишь, убьет еще в сердцах. Лишь горец усмехнулся. Чего же искать? На что же плечи человечьи? А ну, Аллах, садись ко мне на плечи. Надежнее местечки не найдешь. Взглянул Аллах с небес на смельчака. Видать, у горца крепкая рука и дух могуч. Подстать ему, быть может, они и мне, Аллаху крепость сложат. За дело горцы принялись тотчас же и возвели немедленно металл, и сотни гор поставили на страже. Посел Аллах на ледяной престол, и только слов между людьми прошел, что приступить надумал он к разделу. Все забурлило, разом закипело, за сильным славы поспевал едва, на племя яростно напало, у Бога закружилась голова, и разделил он землю, как попало. Труды закончив, устремил он взор на склоны гор, и подивился, глядя. Сидят балкарцы и шашлык едят. А где же земля? Земли у них не пяди. Потопился смущение Аллах, о грозах позабыл он в попыхах. И не скупясь на молнии и гром, он прогремел: друзья, берите горы, здесь оставайтесь под моим крылом, моей надежной крепости опорой. Живите здесь, а отпажите вдали, с горами радость разделит и горесть, и то, что там, внизу берут земли, из камня голова да выжмет горец. Вот сказка, пересказанная мной, со слов родни моей трудолюбивой. Кто б не сложил ее, она правдива. Сулите нам хоть весь простор земной в обмен на горы. Нет, не променяем, не расстанется горец с отчим краем. С грядой камней, взметенным к небесам, уж лучше в камень превратиться сам. Действительно сочинила сама. Ну, я никогда не читала, и никто не читал это. Первый раз я слышу. Это так приятно. Это так прекрасно. Спасибо большое. Для меня это такое. И вот действительно девочки тоже такие стихи прочитали и на болгарском, и на русском. Вот то, что вот очень приятно, когда умеют выбирать. Есть удачные стихи у человека, неудачные, всякие хорошие, посредственные, но как их вот в таких случаях выбирать, те люди, как выбирают, умеют выбирать, это очень приятно. Бывает, что не умеют. Бывает вот так, как попало, вот как даже в Хрестоматии, к сожалению, попадают не лучшие стихи поэтов, потому что составитель не понимает, что он делает. Поэтому, когда вот выбирают, вот так читают, это очень приятно. Спасибо огромное.